Ну что, друзья, сегодня у нас второй день. Напоминаю, что идет пока подготовка автомобиля к покраске. Вчера было сделано следующее. Мы удалили полностью все наклейки, которые были на кузове. Ну и в тех местах, где было достаточно сложно удалить наклейки, там, где они были очень тонкие, там, соответственно, они были убраны шлиф-машинкой. Да, Александр, что нам предстоит сделать сегодня? Так, ну, значит, сегодня мы будем разбирать полностью, выбирать диски, фонари, полностью весь обвес, и приступим уже к подготовке самого кузова. То есть сегодня самая главная задача — это убрать все вещи, которые не будут краситься. Да. Хорошо, ну, начнем. Так, позади меня сейчас приоткрыта одна створка двери задней, багажной. Именно туда мы будем складывать все вещи, которые будут откручены с этого автомобиля. Ну, а особо мелкие детали, гайки, болтики, все будем складывать сюда. Пока Александр снимает части с автомобиля, я немного закончу вчерашнее, то, что мы вчера не закончили. Это сниму остатки наклеек со стекол автомобиля. То есть многие из них уже пришли в абсолютную негодность, и я думаю, что лучше это сделать сейчас, чем потом. Так, пока с помощью инфракрасной лампы нагревается поверхность стекла, чтобы наклейки было легче снять. В принципе, можно не терять время и тоже начать процесс разборки машины. Саш, ты вот давно уже занимаешься покраской автомобилей, да? Вот у людей, наверное, есть такое мнение, что там покрасить машину, взял, подул на него пистолетом и все, в принципе, все готово, да? Ну да. Бывают такие, да, такое мнение? Есть. Причем у многих. У многих, да? У многих так. То есть, друзья, на самом деле покрасить автомобиль — это не просто, допустим, взять и старый комод перекрасить, который у вас на даче находится, да? То есть там очень много нюансов. Я думаю, что многие из них вы увидите в нашей серии передач. То есть буквально, чтобы даже, понятно, что вот сегодняшнее состояние автомобиля, как он сегодня находится, да, это вот в принципе большинство автомобилей в таком виде как бы и приходят на покраску. Вряд ли есть машины, которые полностью, да, то есть борта обклеены наклейками. То есть вчера у нас ушло около 4 часов, чтобы втроем полностью снять эти большие наклейки с бортов. Так что, в принципе, можно так вот официально начать отсчет именно с этого выпуска. То есть вот так приезжает машина, например, да, и начинается постепенная работа. То есть шкурить, допустим, тот же кузов мы еще будем обязательно отдельно. Ну а сейчас основная задача — это снять все детали, которые не будут краситься. Кстати, за каждой наклейкой своя история. Вот это спальник 4х4. Отличные спальники производят в Приморье. Также клуб квадроциклетный Приморский край, X-Bor, спортивно-технический клуб. Так, дальше у нас идет магазин X-Motors. Это водомоторная техника в городе Якутске. Это наклейка соревнований RFC 2015 года, тропой Тигра. Она проходила в Приморском крае. Так, это у нас судейская бригада ралли-рейда «Полюс холода», который раньше ежегодно проводился в марте месяце. Вот. Сейчас не проводится? Сейчас, из-за пандемии не проводится. Уже второй год не было. Кстати, я вчера разговаривал, общался в Инстаграме с Андреем, который вот наклейку эту клеил 6-метровую. Он сказал, что за 4 часа это еще очень хороший результат. Говорит, бывает и 2 дня, говорит. Так что мы вчера справились, да? Нормально.
А, и вот эти ветровики тоже будут сниматься, да? Да, сниму. Ну и завершающая наклейка, это наклейка магазина offroad.ru 4×4. Я не знаю, работает ли сейчас этот магазин, но, по крайней мере, раньше был очень хороший. Так, все. Теперь все наклейки сняты. Вы можете спросить насчет этой. А это у нас с наклейкой неприкосновенная. Клуб Nissan Safari 4×4 Якутия. Больше 200 участников в ней. Так что, я думаю, эта наклейка должна остаться здесь. Здесь двери не серая будет. Серые фендера пойдут. А это все черный будет цвет. А, и это И фендер фендер тоже серого цвета. Да. И передние тоже будут серым. А, ну да, И тогда уже будет как-то распределение более-менее, да? по цветовой гамме лучше. Автомобиль будет краситься раптором. Соответственно, верх будет черный и по низу чуть-чуть пойдет серый цвет. Но я думаю, должно нормально смотреться. Сейчас Александр подсказал, что фендера тоже будут серого цвета. И вот нижняя часть дверей также будет серая. Ну, а вот посмотрим, уже буквально через несколько дней будет видно результат. Автомобили такого рода, то есть внедорожники, те машины, которые очень часто находятся на бездорожье, в лесу, их, конечно, нет смысла красить красивой глянцевой краской с несколькими слоями лака. Именно поэтому, в принципе, даже вот пленка, которая была, она тоже очень хороший вариант. Если, например, сверху был бы еще слой прозрачной пленки, то, в принципе, смело тогда можно было как бы и не бояться за царапины. Тем не менее, за 7 лет, в принципе, царапины появились на пленке. Ну, а что касается Раптора, то это полиуретановое, можно сказать, защитное покрытие автомобиля, которое, ну, конечно, дает свой окрас. То есть мы еще посмотрим чуть позже, мы покажем. То есть есть конкретно черный Раптор, есть Раптор под красители, то есть который можно колеровать. Вот, и это покрытие позволяет автомобилю как бы не иметь таких вот видимых, да, там, царапин от веток, от деревьев и так далее. То есть он всегда, конечно, он не такой красивый, как глянцевый, да, допустим, лаковое покрытие, но тем не менее лучше, чем ничего, так сказать. Вот, обратите внимание, сколько так вот грязи собирается под подкрылками, под такими вещами. Тем не менее, кузов, кстати, когда как не во время покраски можно посмотреть состояние кузова. Кузов даже без единого намека на ржавчину. Есть, конечно, определенные проблемы при демонтаже. Все-таки, особенно вот в этой части, это та часть, которая подвержена накоплению грязи, влаги. Но даже с учетом этого болты все еще можно открутить, но не без помощи ВД-40.
Друзья, ну что, подошел к завершению второй день. Сегодня мы вместе с Александром убрали все те части, которые не будут краситься и которые будут мешать покраске. Сейчас, если еще будет время, то есть Александр, может быть, начнет шлифовку крыши, но в основном вся эта работа еще будет сделана завтра. Поэтому на сегодня, в принципе, пока все. Испытано на себе. Ну что, друзья, мы продолжаем. У нас третий день работы над автомобилем, то есть все еще идет подготовительный процесс. Александр, что нам сегодня предстоит сделать? Так, сегодня у нас обработка полностью кузова. Этот лакокрасочный слой будем сбивать шкуркой 120, подготавливать к покраске. Так, основные машинками пройдем площади. Там, где машинка не достает, уже вручную будем обрабатывать. То, что риски останутся, они как бы для покрытия Раптора они не страшны. Их видно не будет. У нас, получается, две шлифмашинки есть, да? То есть ты можешь сейчас показать примерно, как нужно будет работать, и чтобы я уже сам, да, с той стороны смог приступить к работе. Принцип работы прост. Как бы вот, допустим, возьмем капот, видим, что блестит, будем, так говорить, как говорится, мотовать. То есть выравниваем поверхность. Надо сильно нажимать? Ну, с каким усилием? С небольшим усилием. И как бы смотреть. Главное, чтобы до железа не дойти. Чтобы не за света? Нет, вот получается, что в матовый цвет делаем, покрытие, не доходя до железа. То есть железо не должно быть видно. Да. Ну, в принципе, это не страшно, если даже вдруг где-то вот в этих местах, допустим, самый тонкий слой краски бывает. Если здесь до железа дойдем, скроем, то уже грунтом покроем и будем дальше. Уже красить. Обрабатываем и смотрим. Так, ну что, инструмент у меня в руках. Начнем шлифовку. Начнем обработку кузова. Ну что, процесс идет, он не такой сложный. Самое главное, это не дать шлифмашинке снять слишком много краски. То есть самая главная цель — это сделать поверхность матовой. Ну вот этот диск, вот эта накладка, она уже как бы достаточно плохо снимает слой, поэтому она уже пришла в негодность. Просто меняем ее на другую. Все, и мы готовы продолжать работу. Причем очень, я так думаю, я вот первый раз такой инструмент увидел на воздухе, то есть пневматический. Чувствуется, что он более безопасный, чем электрические собратья, та же болгарка. Практически вся машина сейчас уже заматирована. Надо сказать, что вот этот вид работы, можно сказать, такой самый пыльный, именно поэтому более серьезные уже средства защиты. Вообще, когда я пришел, Александр уже работал над автомобилем, и на нем была вот такая вот маска, подобная той, которую мы использовали во время пожаров.
Вот. Но она, конечно, более лучше защищает от всех вот этих вот неприятных мелких частиц. Но, тем не менее, в ней достаточно жарко. То есть сейчас тоже Александр сам поменял на вот такую маску. Вот, обратите внимание, эту маску я носил где-то, ну сколько, наверное, около 1,5 часов. И вот столько вот черной пыли, то есть краски, летает в воздухе. Но я думаю, что это очень хороший показатель. Это значит, что в легкие ничего вредного не попадает. Сейчас мы должны будем завершить эту часть работы и выгнать автомобиль на улицу для того, чтобы продуть пыль. Чтобы затем уже перейти к следующему этапу работ. Это будет обклейка автомобиля специальной лентой малярной, соответственно, пленкой. Ну, в общем, все сами увидим. Я на самом деле крашу автомобиль в первый раз. Я думаю, что многие из вас также знакомятся с этим процессом впервые. Казалось бы, что может быть сложного в покраске автомобиля, да, то есть, как мы уже говорили, взял просто, там, грубо говоря, баллончиком, пульверизатором, покрасил автомобиль и все. Нет, все вот эти детали снимаются, вся старая краска матируется, то есть для того, чтобы была хорошая адгезия, хорошее соприкосновение с краской, с поверхностью, и чтобы все было качественно, и краска держалась как можно дольше и радовала хозяина. Итого, по факту у нас получается уже 3-й день работ. Конечно, мы не с утра до вечера этим занимаемся, где-то буквально по 4 часа в среднем в день выходит. То есть уже больше 10 часов проведено работ над этим автомобилем. И все еще мы достаточно далеки до того, чтобы начать уже наносить непосредственно Raptor краску на кузов автомобиля. Сейчас Александр продувает автомобиль, чтобы, во-первых, снять вот эту пыль от старой краски, которая осталась после обработки кузова. Также, чтобы убрать лишний песок, грязь, все, что может помешать во время покраски. Но еще, забегая вперед, скажу, что кузов еще будет обезжириваться, еще будет промываться. То есть сейчас такая предчистовая обработка, то есть мы сейчас сдуваем все лишнее, все, что сдувается с автомобиля. Так, вот здесь стоял автомобиль, обратите внимание, вот это все такая вот черная пыль. Это все краска. Обязательно рабочее место всегда убирается. Я уже не говорил про саму вот
камеру для покраски, там должна быть просто идеальная чистота. Вот, автомобиль мы обрабатывали здесь, затем вывезли на улицу, где обдули от пыли. Так, ну что, основной объем работ на сегодняшний день завершен. Ну, уже, в принципе, более-менее становится похоже на автомобиль, который практически готов к покраске. То есть у нас уже демонтированы все основные части, мелкие, в том числе и фендера, и крылья. Но, тем не менее, как я вижу, еще очень-очень много работы предстоит проделать. Испытано на себе. Друзья, ну что, мы рады вас приветствовать на канале Якутия 24. В эфире передача «Испытано на себе». И сегодня уже 4-й день, как мы все еще готовим этот автомобиль к покраске. Полностью был снят, во-первых, слой наклеек. Это были 5-метровые большие наклейки по обоим бортам автомобиля. Также до матового состояния была обработана вся поверхность автомобиля. В тех местах, где будет наноситься краска Raptor, соответственно, это сделано для лучшей адгезии. Вот, ну что, сегодня у нас в планах, соответственно, посмотреть все недочеты, где-то немножко подшкурить, соответственно, вручную, то есть без машинки. Еще раз все проверить правильно, протереть, и далее уже можно приступать к обклейке автомобиля. Ну, посмотрим, что осталось, мелочи, недочеты. Все устраним и начнем обклеивать. То есть, если где-то я вижу, что, допустим, еще глянец остался, его нужно Да, подшкурить. ну вот, допустим, вот эти вот, видишь, моменты, где вот дворники. Здесь между. Да, вот этот убрать, вот, где лобовое стекло наверху. Хорошо. Глянец. Шкурку надо, да, взять? Шкурки, да, сейчас. Так, получается, вот здесь вот глянец, да? И я его обрабатываю. Его надо обработать, да. Звук такой не очень приятный. Звук похож, когда вилкой по тарелке вот так вот водишь. На нервы действует. А вообще, допустим, это мы Raptor наносим, да? А вот, например, когда готовишь автомобиль к покраске тут обычной автомобильной краской, ну там глянцевой. Тогда надо обрабатывать уже более мелкой шкуркой. То есть сама Тоже в матовый делаешь как бы этот покрытие. Потому что если крупные, допустим, вот сейчас мы 120-ю используем, градацию, если царапины будут, металликом покрасишь, уже проявляется. Будет видно под лаком, что этот ремонтировал деталь, так скажем. Это, кстати, моя половина капота, по-моему, была. Я тут схалтурил, теперь сам и убираю. Получается, эти мелочи очень много времени отнимают. То есть сам процесс покраски как с пистолетом, с пульверизатором, да, правильно, занимает немного времени, Немного времени, да. Как бы это финальная уже стадия, она самая приятная в этом процессе. Подготовительный процесс, он, конечно, да. Вот, друзья, если, допустим, вы плохо подготовите автомобиль, то вся остальная работа пойдет на смарку. Самая важная подготовка. Ну а здесь отдельно находятся крылья автомобиля. Также Александр их обработал. Вчера полностью был снят верхний слой краски. Сейчас они готовы уже к покраске. Красить автомобиль мы будем в два цвета. Это черный и серый. Черный цвет у нас будет весь автомобиль. Серый будет идти по нижней части. То есть фендера, нижняя часть дверей. И, в принципе, не знаю, так в голове вроде представлял, должно быть более-менее красиво. Ну а пока автомобиль выглядит вот так.
такое, наверное, впервые. Эти большие наклейки с... То видео, которое было снято вчера, уже подготовлено к эфиру. Я так быстренько просматриваю. Сейчас монтажеры отправили. Вот. Ну и снимается уже следующая серия. Вообще, надо было даже назвать это не покраска автомобиля, а подготовка к покраске, потому что покраска на самом деле занимает очень мало времени. Все остальное время это... Я сейчас, например, занимаюсь тем, что вот здесь у нас были остатки наклеек, которые были как бы, как сказать, с запасом сюда заклеены. Сейчас я их тоже удаляю с этих вот краев остатки, чтобы нам ничего не мешало завтра во время самой покраски кузова. И, друзья, мы все время, уже четвертый день, получается, в этом помещении. Я только сейчас, вот Александр отлучался на некоторое время, посмотрел, тут это, получается, оборудованные мастерские для обучения студентов. Мы с директором общались, да, но на самом деле я как бы даже не обратил внимания, но вот здесь находятся двигатели, я так понимаю, это стенды, на которых будут прямо обучаться студенты. То есть прямо специальные вот такие вот моторизированные какие-то штуки. То есть все прям вот можно вживую потрогать. Ну а здесь вот, соответственно, прям можно так сказать с полей двигатели, механические запчасти и так далее. Здесь кузовной ремонт, смотрите, обратите внимание, отличный стенд. Вот это получается, скорее всего, для вытягивания кузова. То есть всему можно прямо здесь, не отходя от кассы, обучиться. Подъемник, верстаки. Вот, как я понял, вот здесь, кстати, это, по-моему, если не ошибаюсь, это у нас коробки передач. Так, ну что, ну а сейчас мы начинаем непосредственно обклейку. Обклеиваем так, чтобы закрыть от резинки наши, да, получается, уплотнители, так, чтобы на них не попала краска. Впритык. Впритык, да, с небольшим зазором. Зазором в сторону от резинки. От железа, получается, и до резинки. Потому что когда будем покрывать этим краской, ну, чтобы она, получается, вся деталь была полностью окрашенная и не попадала на резинку. Она как бы завихряется и, получается, равномерно наносим. Все, понял. Так. Так, нормально, да? В принципе, она немножко даже на резинку может попасть, да? Лучше, чтобы на резинку попала, чем не попала на кузов. Что это? Ну, допустим, если захлёст сделал на кузов, то когда будем снимать, он с кузова как бы оторвет. Да, может. А если захлёст на резинку, то как бы это... Ну, нежелательно это. В общем, надо, ни туда не желательно. Надо делать, чтобы было все четко. Все. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел. Это специальный малярный скотч, да, для автомобилей? Да. Ну как, он и для автомобилей, и для покраски. Для покраски. Но у него как-то более плотный, что ли, чем обычный малярный скотч. Вот, обратите внимание. Достаточно таки кропотливая работа. В плане того, что обклеиваешь. Да, и главное, ничего не пропустить, да? Чтоб не было... Вот, допустим, когда просто красишь машину этим обыкновенной краской, чтобы не было заметно перекраса. Можно добиться так, что, ну, как бы простым взглядом и не увидишь, что деталь покрашена.
качества, да? Так скажем. А вот если нахлест получится, что краска либо на резинку попала, либо на кузове, как бы скажем, зазорчик появился, сразу уже в глаза бросается. Пока я клеил одно окно, Александр наклеил два. Че, как, нормально? Нормально. Для первого раза Пойдет, да? отлично даже, можно сказать. Хорошо. Вот даже изнутри. Вот эти моменты тоже изнутри, да, получается, Да, заклеивается. чтобы туда не попадала краска. Но это уже в конце самого Ну. клея. Так, одну сторону сделали, да? Сделали. Идем на Теперь другую сторону. пойдем в вторую сторону. Прежде чем наклеивать скотч, вот здесь, например, стекло после шлифовки, тут был двухсторонний скотч, осталась пыль. Можно вот так вот сделать, то есть взять бумажную салфетку, немножко смочить ее. Кстати, он на спиртовой основе. И вот так вот протереть. Ну что, друзья, сейчас мы, получается, обклеили контур. И подошло время, чтобы уже с помощью вот этой бумаги закрыть стекла автомобиля, чтобы на них, соответственно, не попадала краска. Вот такая вот кропотливая работа. Ну что, у нас по видео прошло, наверное, меньше секунды, а в реале это прошел целый день. Мы продолжаем работу. Сейчас, я так понимаю, мы заклеиваем полностью этот хромированные части, да? У нас такой водосток. То, что нам не надо красить. Сначала под самый низ, да? Угу. Неправильно. Неправильно? Почему? Ну, смотри. Вот это же тоже будем закрывать. Смотри, вот так вот делаешь, немного сюда нахлест, вовнутрь. А там я тоже неправильно сделал. Угу. Также не забываем про вот эти вот резинки, уплотнители дверей. Они также обклеиваются полностью лентой, так как мы не хотим, чтобы они были закрашены в процессе покраски. Значит, лентой мы обклеиваем резинки, ну, вот не до самого конца, а вот, ну, допустим, на этом автомобиле, когда будет покраска идти вот примерно с такого расстояния, соответственно, здесь, вот здесь видно, что резинку можно задеть, а тут как бы уже шанс невелик. Так вот, видно, да? Соответственно, клеим примерно вот до этого уровня. Ну, это индивидуально, наверное, да, у автомобилей, Ну, да. по-разному. У кого-то так, у кого-то по-другому. Здесь, допустим, вот этот закрывает эту резинку деталью, а есть, которые не закрывает. Поэтому полностью всю этот обклеиваем. Ну, то есть надо смотреть индивидуально, да? Ага. Так, у нас тут все-таки проблема. Проблема с решеткой радиатора. Она очень не в очень хорошем, мягко говоря, состоянии. Старая, разбитая. Так, ну что, сейчас уже вечер. Если можно вот увидеть за окном, полная темнота. Немного задержался у нас сегодня процесс. Вот эту красоту я сегодня нашел в магазине Nissan Honda.
Давайте, чтобы для сравнения, он сейчас покажу. Да, для сравнения. Вот такая вот решеточка будет. Вот такая она была. То есть здесь дырки, вся потрескавшаяся, уже видавшая виды, хотя все еще держит форму. Но я думаю, когда машина будет вся покрашена, то есть это будет очень сильно бросаться в глаза. Гораздо красивее будет выглядеть вот эта хромированная деталь, а вот этот значок японская автомобильная федерация я перенес со старой решетки. Если вы сейчас слышите гул, это значит, что запустили камеру. Камера запущена до 45 градусов. Сейчас в камере 41-40 градусов. Первое, что мы будем красить, это будут у нас крылья. Вот. Вообще надо понять, так как я, по-моему, уже упоминал, что покраска Raptor, вообще вот покраска автомобиля в этой камере производится впервые, то есть это больше такой испытательный процесс, то есть мы испытываем на себе для передачи на канале Якутия-24, соответственно, я ИПК, Якутский индустриальный педагогический колледж, испытывают эту камеру на нашем автомобиле. Вот. Сейчас температура дошла до 45 градусов. Александр уже одевается. Сейчас я думаю, что, конечно, бы очень хотелось попробовать покрасить что-нибудь, но я думаю, это очень тонкий момент, очень ответственный, поэтому полностью доверимся Александру. Александр должен сделать это собственноручно. Есть что на подхвате. Да, Александр пока готовится. Объясни, вот что это такое? Это отвердитель. Он добавляется в краску, в саму краску, да. Добавляется 1 к 1, то есть этот баллон заливаем в краску, размешиваем и покрываем. Даже схема. Ага. Наполнить, стряхнуть и стрелять. Тут написано: наполни, смешай, нанеси. Нанеси. Вроде все легко и просто. Первым делом мы сейчас обезжириваем, обезжирим, да? Поверхности. Берем частицы пыли, грязь и следы от клея. Вот так, друзья, представляете, вот пятый день, и мы только-только вот под вечер 5-го дня можем приступить уже к окрашиванию какой-либо детали. Процесс покраски автомобиля не быстрый. Бывает, что уходит намного больше времени. Это у нас, считай, еще автомобиль такой, как сказать, лесной, то есть как для бездорожья, для охоты, рыбалки. То есть это не какой-то супер там навороченный автомобиль весь лакированный. Вот. Это с учетом этих нюансов, наверное, тоже, да, это все влияет. Да. Ну и плюс еще очень большой то, что он без ремонта. Ага. Да. Получается, что по времени экономим. То есть, если был бы ремонт, то есть шпаклевка, там вмятины и прочее, тогда бы процесс еще затянулся бы на дольше. Да, здесь мы просто взяли, грубо говоря, сняли, освободили
краску от наклеек, потом заматировали шлифмашинкой и, соответственно, заклеили все детали, которые не нужно окрашивать. Вот. И на это ушло у нас около 4 дней. Ну, понятно, что мы не с утра до вечера этим занимались. Где-то в среднем часа по 4 в день, по-моему, да? Да, часа 4 в день. Где-то так. Итого, 2 полных рабочих дня, можно так сказать. Сейчас ты залил вот это сюда, Да. сболтал и теперь... Нет, в этой емкости получается половина отсюда взял и половина добавил отвердителя. Ага. А он мерный это, да, стакан? Да. Так, а я в свою очередь тоже опять забыл свою такую же маску. Но в этой маске я сейчас такой слабый запах чувствую. Мне кажется, слегка работает. По крайней мере, если у меня начнет заплетаться язык, это будет понятно, что маска плохо работает. Ну, а Александр непосредственно, который будет сам все красить, он хороший, тремовская, по-моему, да, маска. Все, проверка пистолета, да? Угу. Рабочее давление. А, там еще давление меняется? Да. То есть на выходе у нас 2 атмосфер. А, то есть ты когда нажимаешь на, грубо говоря, курок, да, вот этот, Да, на пистолет, то есть давление должно снизиться до 2, да? да. Ну, обычно здесь ставят манометр, Ага. датчик регулирует. А так как здесь у нас уже стоит регулятор, можно 4. Ага. Мы регулируем уже непосредственно на этом. Слушай, ну ты сейчас нажимаешь, она 2,2 дает. Надо еще убрать? Нет, нормально. Нормально? На каком расстоянии покрывается? Расстояние по технологии он получается 80 сантиметров, то есть до метра. Но мы сейчас этим пистолетом первый слой постараемся нанести глянец. Когда подстынет, вторым слоем уже с антигравийного пистолета уже шагрень. А, то есть нанесем. 2 пистолета будет использоваться, да? Шагрень, который сейчас, да, мне кажется, вообще самый идеальный вариант. Мне тоже кажется. Так что антигравийным пистолетом не будем покрывать. Этим так и Это 2 пойдем. миллиметра, да? Это 2,5. 2,5. Ну, самое то кажется. Вообще нормально смотрится. То есть она застынет, так и останется. Да. А еще надо слой, да, нанести Нет, или нет? все достаточно. А, ну, здорово. Два слоя получилось. То есть ты нанес, потом еще раз сверху, да, нанес? Да. Ага. Ну и, соответственно, у нас накладки в серый цвет будут. Угу. Это мы уже подождем, когда все на пластике уже получится 3 слоя. Ну, черный, 2 черных и 1 серый. Да. Ну там посмотрим, как будет разбавиться.
Да, еще хотелось бы рассказать про саму камеру. То есть вот как вы видите, сверху подается горячий воздух. Воздух давится вниз и уходит потом вот в той части, в нижней, да, в дальней, зеленого цвета, там то ли фильтры какие-то стоят, я не знаю, то есть и туда идет вытяжка. То есть получается сверху подача идет и вытяжка воздуха Вниз, да, уходит. Да, кстати, друзья, сейчас даже учитывая то, что пауза не совсем большая будет у нас между покраской крыльев и самого автомобиля, но тем не менее я заметил, что Александр промывает растворителем пистолет, то есть нельзя оставлять его даже на несколько минут, да? То есть Ну да, на короткий промежуток. нежелательно короткий промежуток времени можно оставлять, но не дольше, как бы, часа. Потому что в течение часа материалы уже схватываются. Отвердитель как бы начинает работать при температуре и, соответственно, может забить каналы, которые влияют на подачу воздуха. То есть если пауза будет по расчетам больше часа, да, то Да, желательно всё лучше промыть его. Вот такие вот нюансы. В свою очередь сейчас у нас сушатся крылья, а мы продолжаем заклеивать автомобиль. Сейчас нам нужно будет закрыть вот эти части в районе порогов, перед. И после того, как загоним автомобиль в камеру, надо будет закрыть лобовое стекло. Вот такой план. Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. I OD. Apply pressure, put heat on 'em. Put that 500 degrees on 'em. 500 degrees. Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. I OD. Apply pressure, put heat on 'em. Put that 500 degrees on 'em. 500 degrees. Countdown, levitate. Going up, elevate. Watch me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Часа хватает на то, чтобы уже можно, в принципе, допустим, производить какие-то работы по поверхности Раптора, например, делать наклейки и так далее. А мы, так, где-то минут через 20, да, он уже такой достаточно, ну, верхний слой, по крайней мере, уже подсыхает. Сейчас мы будем загонять автомобиль сюда, в камеру, и уже Александр приступит непосредственно к покраске автомобиля. Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. I OD. Apply pressure, put heat on 'em. Put that 500 degrees on 'em. 500 degrees. Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. I OD. Apply pressure, put heat on 'em. Put that 500 degrees on 'em. 500 degrees. Countdown, levitate. Going up, elevate. Watch me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now I'm stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that calm and steady grind. Got this far, I go hard, let God take control. I was starving skinny, now my weight up, got no energy for haters. See you trying, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam, blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Go dummy, go beast on 'em. I go